Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. Машаллах, Аллах Тааля дает нам возможность с каждым разом больше убеждаться в милости Всевышнего Аллаха, узнавая все больше и больше причин прощения наших грехов. И действительно, вот люди совершают грехи, а Аллах Тааля все время создает нам причины, чтобы простить нам эти грехи. Чтобы простить нам эти грехи. И поэтому мусульманин должен понимать, почему он совершает грехи. То есть, если бы Аллах пожелал бы, мы бы были как ангелы, но Аллах Тааля на то, мудрость Аллаха, мы поддаемся наущениям шайтана, дьявола, мы поддаемся грехам, мы спотыкаемся, мы встаем, понимая, что мы споткнулись, да? Мы с опущенной головой, без гордости, без высокомерия, без надменности, мы возвращаемся на путь Всевышнего, мы возвращаемся к Нему. И одно из значений слова «тауба» – покаяние, когда мы возвращаемся, это возвращение, так ведь после того, как человек заблуждается, и мы просим у Аллаха прощения. Мы просим у Аллаха прощения, и пока люди будут понимать это, пока люди будут просить у Аллаха прощения, Аллах будет прощать их. Аллах будет прощать их. И мы с вами открыли, машаллах, действительно очень такую огромную тему, большая тема садака, аль-инфак фи сабилилля, расходование на пути Аллаха. И казалось бы, кто-то может сказать, да, кто не знаком с исламом, кто не знаком, вот, машаллах, с глубиной каждого вида поклонения и обширностью, может сказать, а что здесь такого? Есть у тебя в кармане деньги, вытащил, отдал, да, кому-то помог, все. На самом деле, садака – это такой вид поклонения, машаллах, сколько здесь не ройся, да, сколько не копай здесь, до глубины не дойдешь, машаллах. Столько мудрости, столько польз, достоинств садака тому, кто дает, и даже тому, кто это получает. Потому что садака кому-то спасает жизнь, кого-то возвращает к жизни, да, дает ему надежду на жизнь, альхамдулилля. Кого-то, если вот искренняя садака иногда входит в какое-либо пространство, может быть, не очень здоровое, да, то есть, может быть, твоя садака, если так посмотреть снаружи, не туда пошла, но если она искренняя, она может поменять вот это все. Она оздоровляет, она может поменять вот эту нездоровую обстановку, даже если не туда пошла. Есть же хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что еще в тех временах Бану Исраиль, в хадисе говорится, что человек сделал намерение, да, ният сделал, что сегодня ночью я буду давать садака. Сегодня ночью я пожертвую на пути Аллаха. И ночью человек встал, бисмилля, взял мешочек с деньгами, вышел и смотрит, к нему идет мужчина. Он бисмилля отдал ему садака. Бисмилля, ради Аллаха отдал. Не спросил, кто он такой, как его зовут, какой у него доход по декларации налоговой, да? То есть бисмилля отдал. Оказалось, что это вор. Вор ночью пошел на воровство, да, что-то украл у кого-то, и вот он идет домой. И встретился к нему, вот как раз, вот, больше никого как будто не было в деревне, да, вор. И он отдал садака вору. Конечно, в деревне это узнали, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, и все начали обсуждать это. Так вот, нашел, кому садака дать. Самому последнему вору, да, вор, который вот от него только вред все получают. А у него-то ният-то был
чистой. И он сказал: бисмилля, я все равно буду жертвовать на пути Аллаха. Даже если не туда получилось у меня, я все равно буду жертвовать. На следующую ночь он опять берет мешочек с деньгами и снова выходит на улицу. Смотрит, идет женщина. Он не стал спрашивать, бисмилля, отдал деньги этой женщине. Оказалось, что эта женщина развратница. Ну, сегодня их называют проститутками, да? То есть она зарабатывает себе на жизнь через зина, посредством зина. Вот, оказывается, никого не нашел на улице, как будто получилось, да? На следующее утро вся деревня начала обсуждать это. Ну вот нашел, кому дать садака. Нашел самой там, да, достойной женщине дал. А он не стал унывать. Он сказал: я, бисмилля, буду давать садака на пути Аллаха. Даже если не туда, вторая попытка даже не удалась, да, я буду давать садака на пути Аллаха. Третью ночь он снова берет деньги, бисмилля, с намерением ради Аллаха расходовать на пути Аллаха. Он выходит, смотрит, идет мужчина. Ему идет мужчина, он не спрашивает ничего, бисмилля, отдал ему садака, тот взял. Это оказалось самый богатый человек в деревне. То есть это самый состоятельный человек в деревне. То есть он явно не нуждается в этих деньгах. У него больше денег. И вся деревня начала обсуждать это. И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит, что через некоторое время Аллах Тааля в дом этого человека отправил ангела, который принес весть, радостную весть этому человеку от Аллаха, что Аллах принял его садака, которую он израсходовал первую ночь. Кому дал? Вору, да, вору. Принял у него садака, который он дал вторую ночь. Кому? Развратнице. И принял у него садака, который он отдал третью ночь. И ученые говорят, в чем мудрость этого хадиса? В чем мудрость? Вот этот хадис показывает нам, машаллах, глубину садака. То есть, вот твой ният, искренний ният, да? Он, машаллах, Аллах его примет. И Аллах даст баракат, даже если это неправильно получилось, да? Вот по шариату мы должны понимать, что садака нужно давать в правильном направлении, да, нуждающимся. И вот ученые говорят, что, быть может, тот вор, он зачем воровал? Чтобы выжить. Пока он не израсходовал те деньги, которые ему отдал этот человек, он не воровал. Значит, все селение отдыхало от него. Селение отдыхало от него. Ни у кого он не воровал, пока не израсходовал эти деньги. Та женщина через зина, продавая свое тело, она выживала. Она выживала. Проститутки тоже выживают. Это не от хорошей жизни. Они выживают. У них это профессия. Да? Они выживают. Хотя мы их не защищаем. Да? Есть люди могут жить за счет харама, за счет халяля. И мы еще во время джумга говорили, то, что Аллах Тааля тебе предписал через халяль, Аллах обязательно тебе это даст через... А то, что Аллах тебе предписал, твое пропитание Аллах тебе даст. Даже если ты не будешь искать это через харам. Поэтому они выбрали этот путь. Да? Спаси Аллах нас, наших жен, детей, внуков и всех остальных от этого разврата. И вот эта женщина, когда получила от него садака, она оставила зина. Пока не израсходовала эти деньги. То есть, получается, он остановил ее от чего? От греха. А тот третий, который оказался самым богатым, состоятельным, могущественным человеком этого селения, когда он получил садака от того, у кого состояние хуже, чем у него, ему стало совестно, ему стало стыдно. И он задался вопросом, почему человек, который
состоянии хуже меня, у кого денег меньше, чем у меня, почему он расходует, а я нет? И он начал расходовать на пути Аллаха. Поэтому вот этот хадис, дорогие братья, указывает на то, что садака, машаллах, если твое благодеяние, оно исходит от чистого сердца, куда бы это дело ни упало, да, куда бы это дело ни попало, альхамдулилля, это дело будет менять окружающую среду. Даже вот эта садака, она поменяла, хоть сколько-то она не делала зина, хоть сколько-то он освободил людей от зульма, вот этого притеснения, воровства. И этот богатый, он начал расходовать на пути Аллаха. Поэтому садака, машаллах, столько мудрости, глубины вот этого благодеяния, что касается того, кто расходует, и что касается того, кто принимает. Поэтому, машаллах, и видов садака очень много. Вот мы с вами говорили, что расходование на пути Аллаха, это не значит, что ты просто взял, вытащил деньги и отдал. Потому что у кого-то есть эти деньги, у кого-то их нет. Да? Поэтому все закат не могут давать. Но мы с вами приводили хадис сборщика заката. То есть это человек, который подходит к тем, кто обязан давать садака. Он делает им напоминание. Он показывает им пути, куда можно это все расходовать, указывает на это. И, машаллах, это сборщик заката, он на пути Аллаха, он как муджахид на пути Аллаха, пока не вернется с этого пути, со сбора заката. Поэтому тот, кто создает причины собирания заката, это тоже на пути Аллаха, это тоже садака. И аль-хазинуль амин, мы с вами хадис приводили, имам Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ан-Насаи, Ахмад и так далее, от Абу Муса, радиаллаху анху. То есть человек, который получает у кого-то садака как аманат, а потом доводит до адресата, доводит от чистого сердца, без какого-либо зульма, не теряя этот аманат. Он один из двух расходующих, посланник Аллаха сказал. Как будто он сам расходует эти деньги. Очень часто бывает, что, например, есть среди братьев те, которые имеют при себе деньги. Они и закат дают, они и садака дают. Но бывает иногда джамаати такие братья, которые изучают вот эти нуждающиеся семьи. Он знает адреса, он знает их состояние, он знает, какие у них сейчас проблемы. Да? Вот они сейчас за квартплату заплатили, надо сейчас за школу платить. Он контролирует все это, он взял на себя, бисмилля. А тот брат, который имеет много денег, у него нет времени, потому что нужно ему зарабатывать эти деньги. Так ведь? Поэтому бисмилля, он знает, кому дать это. Он это ему дает, а тот уже как аманат доводит это до других. И в итоге они получают, иншаллах, равные доли аджра. То есть Аллах Тааля не дает 50 на 50, да? Умножает на 2, 100 на 100. Каждый получает 100% аджра садака. Поэтому, альхамдулилля, то есть эта тема очень большая. Также мы с вами говорили, что в каждом теле посланник Аллаха сказал, алейхиссаляту вассалям, 360 суставов, и каждый из нас обязан ежедневно давать садака за каждый сустав. Да? И когда люди спросили, а как 360 садака, 360 раз садака давать, это же столько надо садака давать, да? Посланник Аллаха поспешил обрадовать. Каждый тасбих, субханаллах, это садака. Каждый тахмид, альхамдулилля, это садака. Каждый тахлил, ла иляха илляллах, это садака. Каждый салям твоему брату, саляму алейкум, брат, это садака. Это садака. И даже когда убираешь преграду, камень, ветку какую-то, грязь с дороги, чтобы людям это не навредило, это тоже садака. И даже то, что ты совершаешь половой акт со своей супругой, это тоже садака, и так далее, и так далее. И вот мы продолжаем эту тему. И сегодня тоже, иншаллах, прочитаем несколько хадисов. Некоторые я пока переводил и доходил до смысла этих хадисов. Очень было тяжело, потому что в каждом слове
посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть глубокие значения, поэтому одной из особенностей нашего пророка, алейхиссалату вассалям, перед другими пророками, это джавамиуль калим. То есть он говорил коротко, но очень содержательно, очень содержательно. Поэтому иногда переводить эти хадисы, находить шархи хадисов очень тяжело. И вот следующий хадис, который объясняет нам широту садака от Абу Зар, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любая душа из числа сынов Адама, она обязана жертвовать. То есть она обязана давать садака фи кулли яумин талаат фихи шамс. То есть каждый день, над которым восходит солнце. То есть каждый день душа обязана давать садака. Когда люди услышали это слово, они спросили: «Я Расулаллах, откуда нам найти средства, чтобы мы ими жертвовали? Откуда, если каждый из нас, душа каждого из нас, каждое утро обязана давать садака? Откуда мы найдем средства?» На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ответил: «Факаля, инна абуабал хайри лакафира». Воистину, дверей блага, через которые вы можете войти, да, лакафира, то есть их очень много. Не просто много, лакафира, их очень много. Ат-тасбих, это субханаллах, садака. Ат-тахмид, ла иляха илляллах, альхамдулиллах. Ат-такбир, Аллаху акбар. Ат-тахлил, ла иляха илляллах, то, что будешь говорить, это садака. Валь-амру биль-ма'руф, когда ты побуждаешь кого-либо к благому. Машаллах, ты увидел брата, сделал ему насихат. Ты прочитал какой-то хадис, понял смысл. В нескольких словах: брат, вот я такой хадис слышал, машаллах, вот можешь творить благое дело, да? То есть аль-амру биль-ма'руф, когда ты побуждаешь к благому. Ван-нахи аниль, это садака. Ван-нахи аниль мункар, когда ты предостерегаешь брата. То есть ты увидел, что он делает ошибку. Это нельзя делать в исламе. Это неправильно. Бисмилля, ты делаешь ему насихат. Насихат ради Аллаха, с любовью, с уважением к нему. Не топишь его, не убиваешь его дальше. Все, там, погибни, ты вообще заблудший, там, мубтадир, еще кто-то. Нет, ты не выносишь там приговор, а ты исправляешь его, предостерегаешь. Это садака, это садака. Вот умитуль эда анит тарик, убираешь преграды с пути. То есть это колючка лежит, ветка лежит, кто-то что-то уронил, там какая-то дырка есть, люди могут попасть, да, канава. То есть все, ты убираешь это на путь, это тоже садака, это тоже садака. Вот уже новые пошли. Ва тусми'уль асам. Ты помогаешь слышать глухому. То есть Аллах кого-то лишил слуха, и он не слышит. До него не доходит нужной информации, а у тебя есть возможность объяснить ему. Объяснить ему. То есть, машаллах, ты объясняешь глухому, доводишь до него. То есть ты заставляешь его слышать. Альхамдулилля, это садака. Ты помогаешь ему. Ты помогаешь ему. Уатахдиль ама. Ты направляешь или ведешь ама, слепого. То есть ты видишь, слепой человек не может, ему тяжело перейти дорогу. Бисмилля, ты подходишь к нему, берешь за ручки, там помогаешь, давайте вот я вас докуда, да? Ты помогаешь перейти через дорогу, там через лестницу или через еще что-то, да? Или, например, есть брат, который, машаллах, который с удовольствием приходил бы на джумга, но он не может. Почему? У него нет проводника. Бисмилля, ты ему звонишь: брат, ты где? Давай за час до джумга, будь дома, все, бисмилля, ислимай, тахарат, усуль. Будь готов, я заезжаю к тебе. Все, ты забираешь его, машаллах. Ты причина того, что он пришел на джумга. Ты причина того, что он пришел на урок.
или там на встречу с мусульманами, да, машаллах. Поэтому ты ведешь, указываешь путь слепому. Здесь помогаешь слышать глухому, здесь помогаешь передвигаться слепому. Потому что когда Аллах дает кому-либо из своих рабов испытание, лишая его чего-то, мы должны понимать, мудрость Аллаха – это испытание не только для него, а для его братьев, для его родных, для его семьи. Так ведь? Поэтому если беда постигла одного брата, это испытание для него, но не только для него. Так ведь? Это испытание для всех. Как они себя будут вести? Будут ему помогать или нет? Поэтому, альхамдулилля, это для нас возможность, шанс заработать аджр, заработать прощение Аллаха. То есть ты показываешь, указываешь человеку то, в чем он нуждается. Ему вот что-то нужно. Он не может что-то найти. Он не может что-то понять. И ты даешь ему это. У тебя это есть. Ты можешь, ты знаешь это. Да? Ты это видел. Вот ты ему даешь то, чего он ищет. Альхамдулилля, ты ему помогаешь. Ты облегчаешь ему жизнь. Это я даже читать мне тяжело. То есть, получается, человек, который просит о помощи, ты своими ногами спешишь к нему. То есть, через свои ноги ты идешь куда-то, помогаешь ему. И дальше, и руками помогаешь слабому. То есть ногами ты спешишь к тому, кто просит о помощи, и руками помогаешь слабому. То есть нужно ему помочь, и ты ему помогаешь. То есть, например, бывает, что там бабушка, дедушка не может с лестницы спуститься, да, тяжело, или встать не может иногда. Бисмилля, ты спешишь к нему, помогаешь, или просто там даиф, еще слабый, не просто физически, да, у него там, он слаб духом, он слаб имуществом, то есть ты помогаешь руками, помогаешь слабому. فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ. И посланник Аллаха завершает свой насихат вот этими словами. Все это, мы с вами перечислили, да, все это является садака, пожертвованием от тебя аля нафсика, за свою душу. В начале хадиса посланник Аллаха сказал, каждая душа обязана давать садака за себя. И вот в завершении посланник Аллаха сказал, это все является пожертвованием от тебя за свою душу. Хадис сахих раваху Ибн Хиббан. Вот, альхамдулилля, этот хадис раскрывает нам еще больше видов садака. Идем дальше. Следующий хадис. Здесь тоже есть ат-та'бир аниль арtham. То есть, когда ты помогаешь истолковать, арtham это переводится как заика. То есть человек, который не может изъявить свое желание, он не может, да, объяснить. Ты знаешь, ты понял, что он хочет, и ты вот где-то объясняешься за него. То есть помогаешь вот через это. Анас радийаллаху анху передает, хаддафа набиюллахи би хадис, посланник Аллаха рассказал нам такое слово, такое изречение, что мы, когда услышали эти слова, мы не радовались больше с того дня, когда мы принимали ислам, когда мы узнали ислам. То есть вот первый раз мы радовались, когда узнали, что такое ислам, что такое истина, то есть стали мусульманами. И вот второй раз мы вот обрадовались, когда услышали вот эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Машаллах, значит, в этом хадисе есть действительно радостная весть для мусульманина. И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Инналь му'мина, воистину верующий, ла ю'джару фи имятатил ада анит тарик». Он получает награду за то, что убирает преграды с дороги.
Ну, про это мы с вами говорили, да? За то, что убирает преграды, мусор с дороги. «Вафи хидаяти сабиль». Он получает аджр за то, что показывает кому-то дорогу. Он показывает кому-то дорогу. Например, человек остановился в дороге, он не знает. Ну, когда только придумали еще навигаторы, да? Иногда эти навигаторы, они не работают, иногда они не туда нас направляют, да? Самим приходится иногда спрашивать дорогу. Вот когда у нас кто-либо спросит дорогу, если мы подскажем дорогу, за это мы получим аджр. Потому что мы, получается, облегчаем ему жизнь. Альхамдулилля. Мы помогаем этому мусафиру. Вафи та'бирихи аниль артам. И верующий му'мин получает вознаграждение, награду за то, что объясняется за заику, то есть за того, который не может сам объясниться. То есть он не может слова выговорить, не получается у него. Или, например, ученые говорят, здесь даже в смысле, когда, например, человек не понимает языка. Он не понимает языка. Например, человек пришел в хадж, он не знает арабский язык, он где-то заблудился, а ты понимаешь его язык. Так ведь? И ты, получается, ты помогаешь ему. Он сам не может объясниться. Например, человек больной пришел к врачу, врач спрашивает, что с вами, а он не может объяснить. А ты понимаешь и его язык, и арабский, и язык врача. Все ты переводишь. Получается, ты объясняешься за того, кто не может сам объясниться. Вот за это человек получает аджр. За это человек получает аджр. И вот кто совершает хадж, да, таких случаев очень много. Очень много. Иногда люди попадают там в аэропортах, да, там какие только случаи не бывают. Я помню, мы, когда на Умру, по-моему, летели транзитом, в аэропорту через забор там, через ограждение стоит один русский абзый, ну он так лет 60, он не знает, что делать, там кому-то по-русски что-то объясняет, ну, у нас же только русский язык, больше нет языка, ладно, мы там татарский у нас еще есть, да, таджики еще помимо русского, таджикский знает, родной знает, да, а он все, кроме русского, не знает ничего, ну, кроме no, там, yes, yes, да, то есть все, а он, оказывается, паспорт потерял, он между границами, его ни сюда не пускают, он куда-то собрался там в Европу, да, но через Турцию, и он не знает, что делать. А мы смотрим на него, там у него глаза, страх в глазах, там не знает, что делать. И мы там еле-еле подбираемся к нему через ограды. Я говорю, спрашиваю, добрый день, вы русские с России? Я говорю, он говорит, да. Я говорю, мы тоже, но мы хоть татарский знаем, да, хотя турецкий плохо, да. И начали объяснять, что он паспорт потерял, что он оттуда-то. Нашли через интернет посольство, телефон посольства, да, позвонили туда, там оказались, по-моему, татары даже, да, объяснили им на татарском языке, альхамду, они сказали, все, пускай вот там стоит, через час мы там будем. Они приехали, я не знаю, мы уже уехали туда. Да, все, мы там потратили там, сколько? Ну, минут 10, да, минут 10. Потом этот человек, он был с Ростова-на-Дону, он нашел нас, да, по телефону, ну, он телефон записал наш, он нас нашел, он нам посылками подарки отправлял еще, да, понимаете, то есть человек, вот, помогли ему просто объясниться, 3 предложения, да, понимаете, и альхамдулилля, это же таких случаев очень много, вот кто хадж совершает, кто более-менее арабский знает, там таких случаев очень много. Дальше, уафи минхати лабан. Минхати лабан, как бы минха, это когда ты одаряешь молоком, но все-таки ученые говорят, здесь речь идет больше, когда у тебя есть животное, которое дает молока, да, это, например, коза или там корова, да, ты даешь во временное пользование кому-то это животное, и этот кто-то, он дует молоко, то есть он получает от этого молока пользу. То есть ты временно даешь корову свою или там, и он нуждается в этом, да. Машаллах, он кормит детей, себя, может быть там еще родит корова, да, кого-то. То есть вот это тоже садаха, за это тоже человек получает аджр. Хатта иннаху ла юджару. И вот самое
Интересно, машалла, удивительно. Милость Аллаха, да? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, человек получит, верующий получит награду даже тогда, когда подходит купить какой-либо товар, и у него были с собой деньги, и он начинает их искать и теряет. Теряет. И в его сердце появляется что? Тревога. Так я же уронил, что ли? Потерял, что ли, деньги? Потом он находит их, да? Но вот за то, что его сердце встревожилось, и за это он аджр получает. Даже за это аджр получает. Хатта шаука, как говорится же, за любую болезнь, да, за любое страдание верующий получает аджр, у него прощаются грехи. Хатта шаука, даже когда иголка протыкает, и вот он терпит вот это, да, ну, можно сказать, когда уколы делают, да, вот даже за это Аллах прощает какую-то часть наших грехов. Поэтому вот человек, куда-то он положил, ну, не в тот карман, может, положил, да, и он раз хотел вытащить деньги, денег нет, и он так раз искает, ищет, оказывается, в другом кармане, да, и вот, ну, в сердце же там, раз, быстро-быстро, мы же боимся потерять деньги, да, вот эта тревога появилась, даже за это аджр получает человек. Поэтому вот это милость Аллаха. Это вот садака все. Идем дальше. И'фафу раджули ахляху ва итьянуха. Ну, про это мы уже говорили. Ну, для многих это интересно, поэтому буду читать. Когда мужчина радует свою жену. Абу Дар, радийаллаху анху, передал, что как-то раз к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришли нуждающиеся люди. То есть фукара, мискиннер, у которых не было денег, у которых не было возможности давать садака, жертвовать. Они пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с тревогой, с вопросом и сказать: «Я Расулаллах, о посланник Аллаха, что нам делать?» «Захаба ахля дуфури биль уджур», то есть те, кто обладают имуществом, то есть богатые из нас, они получают все награды. То есть они переживают, что вся награда кому? Богатым уходит. То есть вот видите как? Они не пришли: «О, посланник Аллаха, объясни им, почему Аллах им много дает, а нам нет». Да? Как обычно сегодня спрашивают, да? Они пришли: «О, Аллах, они посредством этих богатств, имущества, они больше нас зарабатывают аджр, а нам что делать, да?» Юсаллюна кама нусалли, и вдобавок к тому, что они еще много садака дают, они также совершают намаз, как и мы. То есть мы же не больше совершаем. Ты нас не научил совершать больше, чем их, да? Они совершают молитву, они молятся так же, как мы молимся. Ваясумуна кама насум. И они постятся так же, как мы постимся. То есть ты не научил нам каких-то других видов, да? Ваятасаддакуна бифадли амвалихим, и вдобавок к этому они еще жертвуют лишними своих имуществ. То есть лишний фадль — это не то, что ненужный, да? То есть они расходуют на себя, и у них остается еще что? На садака. То есть вдобавок к тому, что они так же, как и мы, молятся, так же, как мы, постятся, они еще жертвуют. То есть дают садака. Что нам делать? И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, начал успокаивать их. «Ауалайса кад джа'аля Аллаху лакум ма татасаддакуна бихи». Неужели Аллах не дал вам возможность, то есть не научил вас путям, через которые вы будете давать садака, то есть жертвовать? И он начал перечислять: «Инна бикулли тасбихатин садака». Воистину, за каждый тасбих вы будете получать аджр садака. Садака. Вот после намаза говорим 33 раза субханаллах, мы получаем за это садака. «Вакулли такбиратин садака». За каждый такбир вы будете получать садака, как будто вы даете садака. «Вакулли тахмидатин садака». За каждый альхамдулилля тахмид вы будете получать аджр садака. «Вакулли тахлилатин садака». И за каждый тахлил, ла иляха илляллах, вы будете получать аджр
награду садака. Ва амрин биль ма'руфи садака. За то, что вы будете побуждать других, это будет как садака. Ва нахья аниль мункар садака. За то, что вы будете предостерегать других от дурного, от порицаемого, это будет садака. Ва фи буда'i ахадикум садака. И даже то, что вы будете наслаждаться своими женами, за это вы будете получать аджр садака. И тогда люди спросили: Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, аяти ахадуна шахватаху якуну лаху фиха аджр? Неужели кто-либо из вас, кто-либо из нас, когда будет удовлетворять свою страсть, шахват, да, женой, и за это будет получать аджр? То есть они удивились, ну как, даже за это человек получает аджр, да? Вот, машаллах, здесь мудрость, пока не завершили хадис, хочу указать на то, что ислам, казалось бы, да, вот как бы, ну, грубо говоря, сношение мужчины и женщины, да, когда человек просто утоляет свою страсть, да, вот это утоление страсти ислам превращает во что? В поклонение. Если соблюдать ряд правил, на которые указывает сунна посланника, саллаллаху алейхи вассалям, да, вот это утоление своей страсти, да, шахватынна туйдру, превращается в поклонение. И поэтому люди спросили: Я Расул Аллах, разве за это даже аджр получает? Посланник Аллаха спросил у них: а если человек будет удовлетворять свою страсть через запретное, через чужую женщину, за это он получит грех? Люди спросили: да, конечно, это зина, самый страшный, один из самых страшных грехов, да? Факадалика. И вот здесь также, если человек будет удовлетворять свою страсть в халяль, в разрешенным путем, кана ляху аджр, ему будет за это награда. Раваху Муслим. Сборники имама Муслима. Поэтому, машаллах, в этом тоже аджр. Идем дальше. Вот следующий хадис указывает на еще 5 причин. 5 причин. Некоторые причины мы уже называли, некоторые нет. Абу Зар, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Табассумука фи ваджхи ахика лака садака». Твоя улыбка, видя лицо своего брата, ляка садака, для тебя запишется как садака. То есть мусульманин, когда видит брата мусульманина, если он улыбнется ради Аллаха, как будто он израсходовал на пути Аллаха. То есть как будто он пожертвовал на пути Аллаха. Машаллах. Вот это же, самый нищий, тот, кто не имеет никаких денег, да, он может одарить брату садака, то есть одарить брата улыбкой и получить аджр садака. Иншаллах. Поэтому от этого и денег меньше не станет, может быть, даже больше станет, если будешь улыбаться больше братьям, да, приблизишь их к себе, да. Поэтому, машаллах, эту сунну нужно действительно соблюдать, потому что, этого, к сожалению, пока в рядах наших братьев не хватает. Я не знаю, как у сестер наших, но я не думаю, что они дальше нас ушли куда-то вперед, да. К сожалению, вот очень мало, к сожалению, еще не всегда мы, когда видим наших братьев, мы улыбаемся друг другу. Хотя, здесь ничего тяжелого нет, да, ничего сложного нет. Иногда видишь, когда братьев, да, он на тебя смотрит, я не знаю, может, только на имама он так смотрит, да, может, и на других так смотрит, но если на всех, это плохо, конечно, потому что если на имама просит, он там может подумать, что имам там такой у нас продажный весь, это надо его порицание показать, да, но если он на всех так смотрит, как будто ты его, я не знаю, у татар есть такое выражение, да, вот он смотрит на меня, как будто я его отца убил, астагфируллах. Вот это грубый, действительно так. Что ты ему плохого сделал, что он на тебя смотрит как на врага? Иногда на какого-то алкоголика он может лучше посмотреть, лучше поздороваться с ним, чем с тобой. Да? Так нельзя, это же твой брат. Может быть, этот брат может быть не очень-то воспитанный,
этот брат может быть не очень-то, я не знаю, но он все равно лучше того не брата, который кажется для тебя очень воспитанным этим. Поэтому, альхамдулилля, табассумука фи вачхи ахика ляка садака. Нельзя забывать этот хадис. Твоя улыбка, видя лицо своего брата, для тебя садака. Ва амрука биль магруфи садака. Когда ты побуждаешь кого-либо к благому, это садака. Ва нахьюка аниль мункари садака. И когда ты порицаешь порицаемые, это садака. Ва иршадука раджули фи арды даляли ляка садака. И когда ты направляешь, показываешь правильный путь человеку, который заблудился на какой-то земле, это будет для тебя садака. То есть человек остался в дороге, нет ничего, которое указывает ему правильную дорогу. Да? Все, он остался без этого. Все, бисмилля, ты ему показываешь, что нужно идти туда, там можешь нарисовать ему, да. Это ляка садака, это для тебя будет садака. И вот, это я долго искал, «Ваббасару калирраджули ради иль басар ляка садака». Это я долго переводил и долго искал шарха этому. То есть, хотя, оказывается, значение не такое сложное, да. То есть, когда человек, имея плохое зрение, ты помогаешь ему видеть лучше. То есть ты улучшаешь его зрение. То есть, я не знаю, ты там очки ему подаришь, направишь его к хорошему врачу. Или ты сам врач, например, там операции делаешь, да? Машаллах, ты сделал это дело. Это для тебя садака. Это садака. Это ты как будто дал садака, потому что ты улучшил человеку что? Ты был причиной улучшения его зрения. То есть Аллах дал ему испытание, да, и ты, машаллах, дал ему облегчение. Альхамдулилля, через тебя Аллах дал, получается, ему облегчение. А вот это тоже садака. И когда ты убираешь с дороги камень, или же колючку, или же какие-то кости, да, какой-то мусор, какие-то доски, можно продолжать, в хадисе тут говорится, камни, колючки и кости, с дороги, это будет для тебя как садака. Ва ифрагука мин дальвика фи дальви ахика ляка садака. И вот тоже новое, да? Когда ты опустошаешь свое ведро в пользу ведра своего брата, это тоже садака. То есть ученые говорят, когда ты поднял с колодца воду для себя, да, свое ведро. Видишь, кто-то пришел, брат, да, или там сестра, бабушка пришла, папа пришла, да, и у тебя есть возможность уйти. Он там сам достанет, она сама достанет, да? Нет, а у тебя есть возможность опустошить свое ведро, то есть ифрагу, то есть ты отдаешь и себе потом еще достанешь. Вот это тоже садака. Это тоже садака. Вот этот хадис сахих раваху Тирмизи ибн Хиббан. Вот поэтому, машаллах, очень много видов садака. Очень много видов садака. А все виды садака мы знаем тутфиуль хатиа. То есть посредством садака Аллах прощает нам грехи. Идем дальше. Еще один хадис, наверное, да? Пройдем, нет? Еще один хадис. Минхатуль варик. Барра ибн Азиб, радиаллаху анху, передает: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ман манаха манихата лабанин ау варикин ау хада зукакан кана лаху митhl ракаба». Тот, кто подарил, получается, молоко, то есть значение, там, дал во временное пользование свое животное, которое дает молока, и человек получает от этого пользу, да, доит твое животное, да, и кормит свою семью, он сам пользуется этим. Или же варик, то есть серебро. То есть несколько, получается, аддат дирахим, как говорится в шархе, несколько дирхамов, то есть денег, да, ему дал во временное пользование, то есть, получается, дал в долг деньги, или же показал дорогу,
тому, кто эту дорогу потерял, он получит аджр, как будто он освободил раба. Он получит аджр, как будто освободил раба. Что такое освободить раба? Да? Вот представьте себе, еще в те времена, во времена пророка, да, когда были еще рабы, сегодня, альхамдулилля, таких напрямую рабов нет, да, когда были рабы. То есть, что нужно было делать, чтобы освободить раба? Нужно было его купить у хозяина, а раб, он стоил дороже верблюда. Это человек все-таки. Так ведь? То есть, ты должен был купить этого раба, ты должен был накопить денег, и вот этот раб, он твой, это твое имущество. Ты ему говоришь, сядь, он сядет, встанет, копай огород, он будет копать, убирайся дома, он будет убирать. Это твое имущество. Но нет, ты говоришь, ты свободен. Все, я освобождаю. Ты свободен так же, как я. То есть ты даруешь свободу, и это очень дорого. То есть ты, получается, меняешь судьбу человека. Он был рабом, он стал свободным. Вот это очень великое дело, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы освободить людей от рабства, он много побуждал к этому. Он много побуждал к этому, чтобы люди покупали рабов и освобождали их, чтобы рабов стало все меньше и меньше. И Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху, пусть Аллах будет доволен им, каждый джумга он шел на рынок, покупал одного раба и освобождал его. Но он этим не довольствовался. За всю свою жизнь, если я не ошибаюсь, он купил и освободил около 2000 человек. Вы представьте себе, 2000, да, это очень много, это одно селение. Он просто взял, купил и освободил за всю свою жизнь. Поэтому это великая награда. За это люди получают огромную награду. Но вот, альхамдулилля, не имея даже столько денег, чтобы купить человека и освободить, да, и не имея сегодня, альхамдулилля, не имея рабов, да, мы можем получить такой же аджр. Мы можем получить такой же аджр. За что мы получаем? Когда мы даем в долг животное, которым пользуются, когда мы даем в долг деньги, эти деньги нужны ему, он может пользоваться им, потом он вернет. То есть он воспользовался этим, или же мы можем показать дорогу, за это мы получим аджр, как будто освободили раба. И в другом риваяте хадиса, этот хадис, риваят тоже иснад сахих, имам Ахмад, Тирмизи ибн Хиббан передает, посланник Аллаха сказал, кто подарил минхата варикин, то есть кто не подарил, а в долг отдал серебро, то есть получается деньги, или же в долг отдал молоко, то есть животные доили, которые и получали от него молоко, или же показал дорогу, правильную дорогу, фахуа каатхинасама, то есть он подобен тому, это дело подобно освобождению раба. Ну, действительно, вот человек, который, например, дает свое животное, и люди доят это животное и получают от этого пользу, ты, получается, их освобождаешь от чего? От голода. То есть человек стал рабом голода, например, нищеты. Ты чем можешь понять? Вот у тебя есть 2 верблюда, например. Ты отдал одного верблюда, вот вам даю, вот могу дать, на месяц, да? Все молоко ваше. То есть он не может купить, реально не может купить верблюда, но у тебя есть. Ты дал, пользуйтесь. Все, это вот как раз вот это садаха. Или же, например, деньги, да? Человек там оказался, я не знаю, узником обстоятельств, что-то в жизни случилось, да, у него нет денег, ему нужно встать на ноги, и у тебя есть возможность это сделать, да, это твой брат, это твой сосед, это твой друг, да, у тебя есть возможность как-то подтолкнуть его, да, я помню, когда мы, спортом занимались в школе, нас заставляли на велосипедах подниматься на гору, да, и вот все, уже там осталось 30%, все, уже не могу. И у нас тренер все время подъезжал сзади, и вот так раз руками, раз толчок делал, и этот толчок помогал нам остальные 30% побеждать, да, машалла. Мы прямо ждали, когда же он придет, да. Вот иногда людям просто такой раз толчок, а иногда пинок нужен, так ведь в жизни. Вот, альхамдулилля, вот это как будто ты освободил раба. На самом деле, иногда то, что ты в долг дал, есть же хадис, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, когда человек дает в долг
2 динара, как будто 2 или 2 дирхама, там, по-моему, 1 динар говорится, как будто он дал садака полдинара. То есть, если человеку даешь в долг 1000 рублей, это равнозначно тому, что ты даешь 500 рублей садака. То есть, половина считается как садака. Если ты там даешь 5000 в долг, да, вот брату нужно там 100 тысяч, я не знаю, да, это твой брат, ты можешь ему дать, как будто ты 50 тысяч садака дал. Это хадис. Кому надо, и снять, найдем. Есть это. Я читал много раз это и на ходбах рассказывал про это. Поэтому, но, к сожалению, братья часто подводят, когда берут долг. К сожалению. А это очень важно. Это аманат, за который, как говорится, по-моему, Ибн Масуд говорил, шахид, говорит, который пал смертью шахида, да, когда, говорит, он встанет перед раем, что вот нужно ему войти в рай уже, машалла, да, ему скажут, у тебя, говорит, остался аманат, который ты не вернул, верни его. И он спросит, а как вернуть? Вот этот аманат, говорит, кинут в огонь, в ад. И скажут, вот спустись и подними этот аманат. Потом войдешь в рай. Даже любой шахид там, он и будет мучиться, пока не вернут его долг. Поэтому нельзя ни хадж совершать, ни умру совершать, ни наслаждаться жизнью, да, благами жизни, когда у тебя есть долги. Потому что это важно. Это важно. Ты должен фарс, ты должен вернуть это. Это очень важно. Это очень важно. А, к сожалению, таких историй у нас очень много. Ну, все, на сегодня все. На этой прекрасной ноте вопросы долгов мы завершаем урок. Джазакумуллаху хайран. Ну, пока у нас еще, наверное, даже еще один урок будет про садака. Еще другие. Там еще деревья надо сажать нам, да, поливать. Поэтому много еще. Скоро весна. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.